Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Классным руководителям с начала учебного года положены дополнительные выплаты. О каких суммах идет речь? Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» в действии. В Нерюнгри прибыли новые патрульные машины. И подходит к концу сезон сбора урожая. Расскажем, чем порадовало лето огородников юга Якутии. Педагогам Якутии с 1 сентября положена доплата за классное руководство. Между правительством республики и Минпросвещения России в апреле было подписано соответствующее соглашение. Размер доплаты 5000 рублей, а с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для разных зон региона сумма выплат станет значительно больше. В этом году на эти цели предусмотрено 545 миллионов рублей. С учетом районного коэффициента и северной надбавки данная выплата будет составлять усредненно 11 630 рублей. Учитывается районный и северный коэффициент у нас разные по республике, 60% и 40%. То есть 11 тысяч и 12 тысяч будет составлять данная выплата. WorldSkills Russia запускает новый сервис «Цифровое резюме», включает два интерфейса для соискателей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам WorldSkills 2015 года и прошли через систему, могут попасть в цифровое резюме. Их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу. В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках и другие данные. Очное обучение началось во всех 26 образовательных учреждениях Чурапчинского района. Школы распахнули свои двери для 3500 ребят. В том числе начала работу республиканская спортивная школа имени Дмитрия Коркина. Там обучаются более 400 детей. Из них с сегодняшнего дня к очному посещению привлекли 290 ребят. Остальные 146 воспитанников – это представители других районов. Они продолжат учиться в дистанционном формате. В регионе выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске выявили 31 случай, в Верхневилюйском районе 6, в Среднеколымском 5. По 4 случая зафиксировали в Вилюйском и Хангаласском районах, в Жиганском, Мирнинском, Аймеконском по 3. По одному новому случаю выявили в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском, Чурапчинском районах. От COVID-19 скончался 1 человек. Ольга Балабкина отметила, что республика принимает все меры для ликвидации очередей при госпитализации. В частности, на базе училища Олимпийского резерва в Якутске развернут инфекционный стационар, где принимаются больные с легкой формой. Я хочу обратиться ко всем пожилым гражданам нашей республики. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Поэтому я хочу обратиться к детям, к их внукам. Берегите своих пожилых граждан. Пожалуйста, будьте очень аккуратны и в своих контактах, и постарайтесь избегать излишнего общения. Конечно же, хочется всегда рядом находиться с внуками и с детьми. Но очень хочется, чтобы наши родители всегда были здоровыми. Я думаю, что те, кто сегодня у нас лежат в больнице, те родственники, которые и те, кто уже выздоровел. Те, кто лежат в больнице, конечно, я желаю нашим пожилым гражданам выздоровления. А те, кто уже выздоровел, призывайте всех остальных все-таки беречь свое здоровье. Вирус очень коварный. Концентрация вредных веществ в воздухе столицы Якутии превысила норму. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В Якутске концентрация взвешенных частиц фракции PM2,5 превышает норму на 0,1. Частицы фракции PM10 выше нормы на 0,25 мг на кубометр, говорится в сообщении. Напомним, смог в столице республики связан с лесными пожарами в Горном и Намском районах.
Авиакомпания «Якутия» открыла полеты из международного аэропорта Внуково в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах «Боинг». Отметим, что регулярный рейс авиакомпании охватывает все районы республики, ряд центральных городов России, Дальнего Востока, стран СНГ и Юго-Восточной Азии. В прошлом году Якутия выполнила свыше 12 тысяч рейсов и перевезла более 700 тысяч пассажиров. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в стране уже второй год и направлен на сокращение смертности в результате ДТП. В рамках этого проекта до конца года 50 новых патрульных автомобилей получит госавтоинспекция республики. 9 из них уже поступили в Нерюнгри. О том, как изменится работа инспекторов с приходом новой техники. Материал Сергея Козюра. С недавнего времени автопарк Нерюнгринского отделения ГИБДД заметно обновился. И теперь патрулирование улиц города и дорог района проводится на новеньких «Шкода Октавия». Мы заглянули внутрь автомобиля и попросили рассказать, чем оснащена патрульная машина. Оснащенная приборами измерения, такими как тоник для измерения светопропускаемости стекол, визир 2М для измерения скорости транспортных средств и алкотест Драгер 6810 для установления состояния алкогольного опьянения. В данном транспортном средстве установлен видеорегистратор «Патруль Видео», который снимает вид спереди автомобиля, вид сзади автомобиля, также салон автомобиля, что помогает выявить и подтвердить нарушения водителями правил дорожного движения. С обновлением автопарка заметно улучшилась работа инспекторов, что, несомненно, отразится на безопасности дорожного движения. Автомобили отвечают всем современным требованиям, как техническим, так и комфортабельным. Реализация нацпроекта на этом не заканчивается. Помимо технической модернизации госавтоинспекции республики, нас ждет и реконструкция автодорог. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Якутянка Сардана Трофимова заняла первое место на московском марафоне и побила свой собственный рекорд на классической дистанции в 42,2 километра. О старте и победном финише дистанции и невероятной поддержке болельщиков она поделилась с нашей съемочной группой. Материал Айсаны Бурнашовой. Стартовая зона, 9 утра, апогей бегового сезона. Самое большое спортивное событие страны собрало свыше 25 тысяч участников. Элита московского марафона Сардана Трофимова. О серьезных намерениях якутянки стало понятно еще на самом старте. Она пробежала под номером 21 42 километра и 200 метров. Для Сарданы Трофимовой это уже третий забег. Она устанавливала рекорды на московском марафоне 2 раза подряд – в 2017 и в 2018 годах. До этого дня ее время 2 часа 28 минут и 31 секунду не удалось побить еще никому. Сегодня она превысила собственное достижение. Я 4 месяца готовилась к этим стартам. И была на сборах в Кисловодске, улучшила на 29 секунд. До этого было 2:28:31, а сегодня пробежала 2:28:02. На кону стояло не просто первенство и рекорд марафона, но и путевка на Олимпиаду 2021 года. Московская трасса сертифицирована международной организацией и, выполнив олимпийский норматив здесь, означает получить возможность участия в Токио. Значит, уже можно сказать, что вы поедете на Олимпиаду? То, что от меня зависит, я выполнила. Сейчас у нас немножко проблемы с Федерацией легкой атлетики России. Там немножко порешают, и будет известно. Сегодня вместе с личным тренером Татьяной Жирковой Сардану поддерживали многочисленные болельщики. Рекордсменка признается, что именно это и дает ей невероятную силу и уверенность в победе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих болельщиков за те эмоции, которые они мне передали во время бега. Я всех слышу и чувствую прилив сил, когда слышу такие слова, как «Сардана, давай», «Сардана, катат». Впереди у победительницы московского марафона чемпионат России. Он должен пройти в декабре этого года в Сочи. Начать к нему подготовку Сардана Трофимова планирует уже в ближайшее время.
Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса в республике продлены до 1 октября. Вместе с тем разрешена работа кинотеатров, бассейнов и концертных организаций. В каких условиях теперь работают бассейны, нам готов рассказать мой коллега Петр Васильев. Петр, здравствуй, тебе слово. Сергей, я тебя приветствую. Да, действительно, мы сейчас находимся в плавательном бассейне Чулбон. Он, как и другие плавательные спортивные объекты, не работал в течение 7 месяцев из-за пандемии коронавируса. Однако уже с сегодняшнего дня он возобновил работу. Здесь уже есть первые занимающиеся. Для них предусмотрели ряд мер безопасности. И подробнее о них нам рассказали в администрации самого бассейна. Предлагаю послушать. Мы вот сейчас работаем с 8 утра до 8 вечера. Все требования Роспотребнадзора, все у нас готово, и рециркуляторы, и соблюдение дистанции, везде все это стоит. Поэтому мы уже готовы принять наших посетителей. У нас постольку по пропускной способности по требованию Роспотребнадзора у нас 50%. Поэтому за сеанс у нас проходит 78 человек. Через каждые 2 сеанса мы проводим дезинфекцию. Поэтому у нас получается вот в день 5 раз проводим. Еще одним важным нововведением стала дезинфекция. Ее будут проводить через каждые 45 минут, то есть после каждого сеанса. Также значительно сократили пропускную способность бассейна до 78 человек. Таким образом, на всех этих 20 дорожках, которые вы можете видеть за моей спиной, могут одновременно заниматься до 4 человек. Всех работников, обслуживающий персонал снабдили средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками, а посетители на входе обязательно будут у них обрабатываться руки специальным защитным раствором, а также будет измеряться температура. Вот такие вот меры безопасности предусмотрели для всех посетителей бассейна. Сергей, у меня на этом все. Петр, спасибо. О работе бассейнов после снятия ряда ограничений рассказал мой коллега Петр Васильев. На юге Якутии наступившая осень принесла богатый урожай. В Алданском районе лето выдалось щедрым как на солнце, так и на дождь. Теплой и сухой погодой радует и сентябрь. Стоит отметить, что посадочная пора для огородников выдалась непростой. Режим карантина в Алдане продолжался по первую декаду мая. Купить семена и добраться до огорода или дачи не представлялось возможным. Торговые точки были закрыты, общественный транспорт не ходил. Угроза распространения коронавирусной инфекции, хотя и была сопряжена с рядом сложностей, однако не поставила крест на земельных хлопотах. Садоводы все успели, а урожайность зависела прежде всего от труда и заботы. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.